Селям алейкум, достлар! Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 14-й урок крымско-татарского языка. И темой сегодняшнего урока будет родительный падеж. Сайплик келеши. С предыдущего урока вы уже узнали, что в крымско-татарском языке 6 падежей. Также хочу обратить ваше внимание на то, что именительный падеж баш келеш, а все остальные келеши. Именительный падеж без буквы «и» в конце слова, а все остальные с буквой «и» в конце. Это просто нужно будет запомнить. Баш келеш и остальные все келеши. Итак, родительный падеж отвечает на вопросы. Кимнин – кого? Ненин – чего? Не вахатнын – какого времени? Не ернин – какого места? Также слово ер обозначает место или также земля. Например, если вы хотите у кого-то спросить «где?», «где это?», нужно сказать просто «не ерде». Но это мы пройдем в следующих уроках. Давайте повторим. Кимнин, ненин, не вахатнын, не ернин. Кимнин – кого? Адамнын, оджаннын. Обратите внимание, что аффиксы «нын». Также мы пишем «нын». Если «а» твердое, значит аффикс будет «нын». И «адамнын» – человека. Это мы уже, слово «адам» мы уже знаем с предыдущего урока. «Оджаннын» – учителя. «Оджа» – учитель. Кого? Учителя. Оджаннын. Ненин – чего? Ернин – земли, аванын – воздуха. Здесь я вам выписала аффиксы. На крымско-татарском языке аффикс лер. Нын и нин. Вы уже увидели, например, ернин. Е мягкое, поэтому будет нин с буквой И. Аванын, А твердая, поэтому будет буква И. Итак, на этом мы заканчиваем изучение родительного падежа. И опять же хочу вам посоветовать учебник Усинова, Миреева и Сахаджиева. Изучайте крымско-татарский язык. Там вы найдете все падежи и много объяснений грамматики крымско-татарского языка. Спасибо большое за просмотр. Сағолыңыз достлар. И до встречи. Көрішкенже. Также хотелось бы опять вам напомнить, пишите в комментариях, что вам нравится, что вам не нравится. Если где-то вы увидели ошибку, дайте мне знать. До свидания. Сағлықне қалыңыз.